Kırçıkta kıygelestiyle üyeletken mulluat, soğuz boğan sitten asbı, sola ihe, sotulluat. Сарымсен улучшалах государственной полнопольской деятеля Илья Игоревич Медокуров сүз шембебес сылыгар ананар. Батыр Ойынскай атынан Сağ Государственный театрын тәпсілдіет үйде ат спектакльдан видео бұғатақпен қарап өтер.
Добрый день, дорогие участники, добрый день, уважаемые гости. Торжественное открытие выставки «Жизнь, посвященная народу» в рамках мероприятий, посвященных 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова. В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Ütükünden Kündüvasıl'da Çetar, Virülerden Kırtılaftara, Сакрашин Улчар, государственного российского деятеля Илья Егорович Винокуров, Чебегесна Вернолах, Борчунтуга Аманолова выставка Ардытын, Идеистин Агактевлофтон. Распоряжением главы Республики Саха-Якутия от 13 сентября 2019 года о 125-летии со дня рождения Ильи Егоровича Винокурова создан Республиканский организационный комитет. В течение года проведены ряд заседаний, утверждены план и смета расходов по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. В 2021 году, год 125-летия со дня рождения Ильи Егоровича Винокурова, выдающегося государственного и политического деятеля Якутии, принесшего неоценимый вклад в развитие государственности, народного хозяйства, здравоохранения, культуры, образования Якутии. Все запланированные мероприятия должны провести на высоком организационном уровне. В честь 125-летия со дня рождения, осознавая судьбоносную роль личности, выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова в истории нашей республики, принимая ключевое значение системы образования в социально-экономическом развитии Намского улуса, распоряжением главы муниципального образования Намский улус, наступивший 2021 год в Намском улусе, объявлен годом Ильи Егоровича Винокурова и годом 150-летия системы образования в Намском улусе.
Прокурор Слободежский Петр Васильевич Абрамовка. Добрый день, уважаемый Валерий Ильич, родственники, участники сегодняшнего мероприятия. От имени администрации района, от имени главы, от имени общественности нашего вуза разрешите поздравить с открытием выставки, посвященной Илью Винокурову. Күнді намылғын ұлықтақтыры жоны әргеті бүгінгі тәрәмет бейіне Instagram сетімінден YouTube каналыңа оны тағынан бұл реальный беремеға бұл выставка аралығын кіртілақтыра. Беги политический государственный деятель будет Илья Винокуров сүсі бевесілгер бұл юбилейне тәрәйін чәрчелерінен бұл выставка аралығар. Бұл аны беги ұлы салтан адыптан, налығын общественнен адыптан бұл выставканы тәрейбі чоңдыр әргебетігер барға мақаптын терлебеді. Беги бұл ұлычылар политический деятель Илья Винокуров адынан тұрбот спектакльге бұл ақайырын общественнен жоны әргеде қайда қыналырын, кені үтіе адын қайда түттірін көді бір спектакль болды. Белгілгі Илья Винокуров адынан әлбәқ тәрәйіндер етілдіқтіра, ол күрдік бұл республикалық бары нәйлектергер тоқ бар, бұл образовательный организациялары барыта бір единенде Илья Винокурова ден тәрәйіндер етілдіқтіра. 95 күнге бұл тәрәйін етілдіға, оны тағынан намуды бұғығар бұл бүтін республикаға әмейеткенен атын үйететерге ұлған тәрәйіндер етілдіқтіра. Илья Винокуров көптік бұл дойдытуғар беренейлер, ақа бір чулу әркейті, ғалығата, ғалығаты ден жон әрге ғыналыр ғытықтыр. Беги намылғын ұқтақтыры бұл біліңет чаптар кені атытын үйететіге күннеті үлені қамдан ғытыр тарпыз. Күнді бүгінгі выставка күттілақтыра беги ұлычу политический дейт бұд атын білсен, көрсін, кені үлеләуі түләтен, кені историятын тұғынан шөй бары бұл выставкаға барды қадда тұғынына өсі дөй бұл выставка тәрейлетігер үлеспет жоңырға жалта атыттан мақтабын тердебін. Онына бұл намттан бүгінгі болған делегация келді, жоңды әрекебетер организационы қамғай атыттан әмел істен ағадебетін тердебеді. Бағай одан. За неоценимую помощь в организации выставки Минологбун Бакджамар Анаватым, посвященной 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова, благодарственным письмом главы муниципального образования Намский УВУЗ награждается Афанасьева Аграфена Гаврилевна, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Благодарственное письмо вручается Бугаеву Николаю Дмитриевичу, директору Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Благодарственное письмо вручается Румянцеву Петру Васильевичу, директору Национального архива Республики Саха-Якутия. Благодарственное письмо вручается Стручковой Марьяне Васильевне, заведующей выставочным отделом Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Эргатол Бендер, Илья Винокуров, Теребедевич Дана, один из муниципальных деятелей Павлга Иван Дмитриевич Наговицын. Добрый день, уважаемые участники этого замечательного события, уважаемый Валерий Ильич, уважаемые родственники Ильи Егоровича. Разрешите мне от имени администрации Хатынырыцкий наследник
от имени депутатов, от общественности, от жителей Хатынрынского наслега поздравить вас, поприветствовать вас в связи с этим знаменательным событием, в связи с 125-летием выдающегося политического деятеля Ильи Григорьевича Винокурова и с открытием вот этой замечательной выставки. Конечно, да, вот много говорилось о том, что вот в связи с юбилейными мероприятиями у нас будут много мероприятий разные пункты есть и строительство, есть и ремонты дорог, но это, конечно, тоже важно, но самое главное, самое важное, на мой взгляд, это то, что мы должны приумножать опыт, показать пример вот, жизни и работы вот этого выдающегося человека. Вот ради таких целей и создаются такие выставки, организуются разные мероприятия. В основном они направлены для подрастающего поколения. И Хатынрынский наслег, и УЛУС, Намский УЛУС, и вот оргкомиссия республиканская время от времени старается, да, определенным образом как-то передать это все, передать опыт работы, передать больше, рассказать о жизни и деятельности Ильи Григорьевича Винокурова. И вот именно вот, благодаря таким выставкам и вот, это каким-то образом удается все-таки все это передать подрастающему поколению. И поэтому хочу от имени жителей Хатынрынского наслега сказать слова благодарности всем организаторам этой выставки. Конечно, мы уже с прошлого года ведем определенную работу, встречались с руководством музея Ярославского, также встречались с руководством музея Россия моя Якутия. Там тоже откроется выставка, посвященная Илье Григорьевичу, но уже в другом формате, более современном. Вот, медиа-выставка она будет. И туда всех тоже приглашаем. Открытие будет в апреле, да? Да, в апреле. Ну, всем спасибо, что пришли, несмотря на такие крещенские лютые морозы и на пандемию, которая всем уже порядком, можно сказать, надоела. Но хорошо, что вот именно пришли родственники, близкие родственники. Для чего для меня это надо? Для того, чтобы хочу познакомиться с ними поближе, очно. И всех поздравляю с новым наступившим годом, Рождеством, прошедшим крещенским, крещением великим сегодня. Всем желаем крепкого здоровья и плодотворной деятельности всем организаторам и всем представителям комиссии, которые, наверное, сейчас видят, да, по онлайн, и жителям республики. Приглашаем всех посетить и побольше узнать про нашего выдающегося человека, который действительно является выдающимся сыном своего народа, который действительно посвятил себя именно своему народу. Самое такое, можно сказать, сейчас вот название выставки тоже именно раскрывает суть деятельности этого человека. Спасибо всем, всего доброго, и всех приглашаем еще посмотреть на эту выставку замечательную. Спасибо. Слово предоставляется участнику 14-й советской антарктической экспедиции, пилоту первого класса, отличнику аэрофлота, ветерану авиации Якутии, кавалеру ордена трудовой доблести, сыну Ильи Егоровича Винокурова, дорогому нашему Валерию Ильичу Винокурову.
учитывая, во-первых, здравствуйте, учитывая, что собрались мы сегодня в основном для того, чтобы посмотреть, вот, поэтому, а не послушать, поэтому я постараюсь коротко. Вот. Ну, сегодня, конечно, в Якутске гораздо больше представителей крови живет Ильи Егорыча, ну, учитывая сложности как с пандемией, так и с нашими морозами. Ну, вот у нас 4 поколения есть, я сейчас предоставлю. Вот, после того, как, во-первых, должен всех поздравить, всех присутствующих с наступающим, с наступившим уже Новым годом, годом быка. Вот. Самое главное пожелать в этом году здоровья, потому что год был прошедший очень тревожный, у всех есть много знакомых, родных, среди даже близких есть переболевшие, к счастью, не очень серьезно. Поэтому сейчас самое важное – это здоровье. Ну, думается, что все-таки нам осталось недолго продержаться, поскольку вакцинация уже объявлена, значит, еще потерпим, ну и, может быть, тогда вздохнем легче. Во-вторых, сегодня большой православный праздник, с чем я вас поздравляю, праздник Крещения. Опять-таки повела пандемия. Вот я, например, каждый год в Крещение окунаюсь в купель. В этом году мне этого сделать не удалось, но тем не менее я утром налил полную ванну холодной воды, налил туда крещенской водички, побрызгал и с удовольствием поокунался. Вроде как бы традиция соблюдена. Ну и далее, конечно, поздравляю всех с праздником юбилея, который отмечается благодаря нашему правительству уже на уровне республики. Эта традиция началась с 1996 года с подачи нашего первого президента Михаила Евгеньевича Николаева. Вот, по подготовленному материалу, тоже всем известно, Егора Егоровича Алексеева. Во-вторых, хочется сказать самое большое спасибо это нашим землякам, представителям земляка нашего отца, представителям земли Амской. Вот они-то во всю пору всегда отмечали, даже в пору забвения, когда было имя Егорыча предано забвению, они всегда отмечали все юбилейные, торжественные даты, никогда не забывали. Ну, это было в полуплатформном виде, а сейчас это вышло на уровне республики. Поэтому, конечно, к руководству Намского республика, руководству наследия, всем нашим землякам огромное спасибо от всех нас, близких родственников. Вот. Кое-что мне придется повториться, потому что я давал интервью, об этом говорил, но не все же его слышали. Вот. На сегодняшний день у Ильи Егорыча у нас пятеро детей. Я самый младший. Вот. Значит, ну, соответственно, мы умножились, плажались, размножались. Вот. И сейчас у Ильи Егорыча 13 внуков, 27 правнуков и 16 праправнуков. Вот. Мы живем, наш род живет по всему шарику, не считая городов нашей России. Мы живем в ближнем зарубежье, в Бурятии, в Улан-Удэ и, как я уже сказал, по всему шарику, там, где многие из нас вообще и не были даже. В Канаде живут, в Израиле, в Америке, в Греции, в Италии. Может быть, еще я что-то пропустил очень много. Ну, в Японии уже нет. Из Японии мы переехали в Канаду. Вот. Так что жизнь продолжается. Еще хочу сказать всем огромное спасибо. А сейчас, значит, коротко так. Я уже говорил, что я
младший сын Ильи Егорыча. Илья Петрович – младший сын дочери Клары Ильиничны. Это у Ильи Егорыча первый был Илья Ильич, представители их семьи. Тоже в городе есть, но вот, они не смогли прийти. Вот. Это младший сын Клары Ильиничны. Это младший сын Александры Ильиничны. Это моей старшей сестры. И один у нас есть представитель старшего, это старшая праправнучка. Вот. Почему она старшая? Потому что у нее есть еще младшая сестренка. Вот. Вот. И сейчас я больше вас не буду, а самому праправнученьке дадим слово, потому что надо растить замену себе. Здравствуйте, я Павлова Саша, праправнучка Ильи Егоровича Винокурова. Мне 10 лет, я ученица 4 класса 31-й школы. Я хочу узнать больше о своем прапрадеде, и в этом мне помогает моя мама. Я участвовала в конференции со своим докладом о моем прапрадедушке. Вообще надо сказать, что самое активное, половина Намского улуса ее хорошо знает, это одна из моих внучек, потому что с маленького возраста я ее постоянно возил себе. Сейчас она живет в Москве, она когда училась в Москве, прилетала, она всегда только сходила с самолета и говорит: дядя, а когда намцы поедем? Насколько ей полюбился этот край, ну ее всегда принимали. Она даже еще тогда была ученицей 1 класса, они с Акиловым разряжали ленточку. Есть такая фотография при открытии школы вот Ильи Егорыча. А сейчас она закончила факультет журналистики и практикуется, сейчас учится в высшей школе Останкина по тележурналистике. Ну, работу, правда, пока не нашли, с этим трудно, но мы еще учимся. Слово предоставляется заместителю директора по научной работе Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского Айталине Николаевне Решетниковой. Добрый день, уважаемые гости, приглашенные, уважаемые родственники Ильи Егоровича. Очень приятно, что вот юбилейное мероприятие начинается, республиканское юбилейное мероприятие начинается в нашем музее с нашей выставки. Выставка не очень большая. Эта выставка стоит, посвященная Илье Егоровичу, стоит уже у нас 3-й раз. Вот, 2 раза такая выставка у нас уже была, и много народу посетило эти выставки. Я надеюсь, что несмотря на пандемию, сейчас к нам все равно народ ходит, народ соскучился по мероприятиям, видимо, и поэтому я думаю, что наш отдел культурно-образовательный будет проводить мероприятия на фоне этой выставки, и все новые наши посетители узнают о его жизни и деятельности. Вот 19 января, в такой морозный день родился он, наверное, в балагане, холод, да, выжил, несмотря на то, что стал сиротой, что мать ослепла. И работал он, вот я узнала, охотился на Новосибирских островах, да. Вот, человек очень, видимо, уже избранный природы, уже закаленный, и он уже, вот, из-за того, что у него жизнь такая была трудная, детство трудное, он уже, значит, очень хорошо был подготовлен. И наверняка это вот повлияло на то, что вот он всегда любил народ,
И все делать для того, чтобы простому народу жилось хорошо, чтобы чем-нибудь им помочь, сделать что-нибудь хорошее для улучшения жизни вот этих людей, простых людей. Да, вот правду говорят в последние годы, но нам свелось всегда, они всегда гордились своим земляком, и в последние годы мы все больше и больше узнаем правду о жизни, про историю открывается, находятся новые документы, новые какие-то факты, и очень приятно, что вот такие выставки, такие мероприятия дают еще больше узнать о его жизнедеятельности, о жизнедеятельности в одной из самых замечательных землей нашей республики. Вот еще, если выставка откроется в музее «Россия. Моя история», то это будет такая выставка виртуальная, электронная, и, конечно, там будет еще больше документы, все фотографии, весь материал в нем наверняка будет там вот в электронном виде существовать. И студенты, молодые люди, и вообще историки, краеведы, интересующиеся его жизнедеятельностью, смогут подчеркнуть весь материал об этом человеке. Я желаю, чтобы весь год, который посвященный Илье Егоровичу, который начался в нашем музее, прошел на высшем уровне, все мероприятия, чтобы прошли хорошо, все, что задумано для Намского вуза, построить, улучшить, сделать, открыть, чтобы все это притворилось в жизнь, чтобы нашлись финансы, и чтобы, значит, одно то, что Илья Егорович родом из Намского вуза, вот это вот улучшило качество жизни Намского вуза, нашей республики, наших земляков. Спасибо вам и желаю всем крепкого здоровья в это наше трудное ковидное время. Спасибо. Слово предоставляется председателю общественной организации «Нам-Тем-Си» в городе Якутске Гаврилу Гавриловичу Местникову. Дорогие друзья, я удивительно вспомнил статью соотечественника, сподвижника, который вместе работал на очень высокой должности в период, когда Илья Егорович был первым секретарем обкома партии, председатель Совета министров Василий Андреевич Протодьяконов-Кулантай, который оставил очень замечательную такую запись воспоминаний. И эта запись опубликована была в сборнике документов и архивных, и воспоминаний людей в 2006 году под редакцией нашего земляка Платона Алексеевича Слепцова. Сегодня, перелистывая эту книгу, я нашел удивительное, так сказать, совпадение, которое буквально нас воодушевило, членов общественной организации «Намское землячество» в городе Якутск. Мы 1 января, вы были, день рождения Ильи Егоровича, пришли, возложили цветы, вспомнили, профессура университета была, поблагодарили мысленно за то, что был у нас и есть в памяти, постоянно, вечно будет такой великий земляк, как Илья Егорович Винокуров. Но удивительное, я сегодня для себя заметил, читая воспоминания Василия Андреевича Протодьяконова-Кулантая, писатель, который стал народным, да? Вот он пожелание оставил, оказывается, в начале 90-х годов, когда записку это делал, завершающая позиция была, чтобы именно Илье Егоровичу благодарность того, что он был у истоков формирования научной нашей среды, научной базы в республике. Человек, который впервые, особо не имея высшего образования, он путем, так сказать, самообразования, в основном, и на курсах, вы это знаете прекрасно. Но природный ум настолько у него был особенный, высокий, что ему доверяли даже руководить научным сообществом, когда проводили в начале войны в 1941 году научную конференцию в Москве, где присутствовали и участвовали 9 академиков,
При этом люди, которые эти академики, имели не просто советское образование, но и тот уровень, действительно сейчас это подтверждается, академическое знание дореволюционного периода. И вот его пожелание было так, чтобы знак уважения за абсолютно незаурядную, так сказать, позицию нашего Ильи Егоровича в становлении науки в республике установили бы бюст перед зданием Академии наук, который вы знаете, в начале Петровской, улицы Петровской. Это в начале 90-х годов. Или, говорит, в противном случае хотя бы мемориальную доску на здании. Вы представляете, а мы это осуществили, не зная такого пожелания, соратников, которые непосредственно были и работали с Ильей Егоровичем, в 2017 году именно сквер установкой памятника Ильи Егоровича Винокурова. А это вот, значит, ну, тогда только началась так называемая конкурентная среда по развитию общественного пространства, так? И город объявил, что вот столько-то общественных мест они передают для того, чтобы проекты общественных некоммерческих организаций были реализованы путем конкурсного отбора. И вот на то место, где сейчас памятник, ну, сквер Ильи Егоровича, претендовали 3 проекта. Но надо было получать согласие вот рядом с этим, так сказать, предстоящим строительством территории, согласие учреждений, находящихся вокруг. А это учреждения какие? Академия наук, Сибирское отделение, да? Вот, 17-я школа, институт гуманитарный, институт, да? И театр оперы и балета. Они все единогласно поддержали наш проект, нашу инициативу. И вот в результате конкурсного отбора вот эта земля в центре города Якутска, и что самое удивительное, рядом именно с Академией наук, да еще гуманитарные институты, сами знаете, насколько он, Илья Егорович, был вовлечен именно вот в изучение истории народа Саха. А Кладника, помните, академик, благодарностью ему вручил первый том истории Республики Саха, ну тогда первый том истории ЯССР. До сих пор он, кстати, это пока еще особо не переизданный том. Вот. И так получилось, что как будто, ну вот у меня, когда я работал в свое время в театральной среде, есть такой Андрей Борисов, знаменитый наш режиссер. И он всегда говорил, если что-то удачно совмещалось, сочеталось, говорил, что это небеса нам помогли. Да? Вот. И мне кажется, я всегда смеялся над этой его позицией, но на самом деле, возможно, что-то такое удивительное есть, что желание такое, оно совпало. Понимаете? И вот сейчас, значит, мы можем как-то вот в этот год юбилейный Ильи Егоровича, просто оборачиваясь, можем сказать: да, свершилось, Илья Егорович, пожелание ваших соратников. Вы имеете законное место, где должны якутяне, гости нашей республики, проходя, преклониться, что есть такой сын якутского народа, который действительно внес не просто как личность свою и в историю, а именно человек, который действительно был на тех исторических серьезнейших поворотах, когда определялось, насколько масштаб человека, личности был руководителем. Он это достойно выдержал. Время показало, что Илья Егорович действительно памятник народный, прежде всего памятник народный. Когда даже забвение было, он оставался в числе самых ярких представителей нашего народа. Ну вот, можно о нем бесконечно долго говорить, но я сегодня выражаю благодарность от нашей общественной организации, организаторам этой выставки. Это прекрасно. И самое главное, друзья, тут новые документы. Вот организаторам нашей выставки я накратко переговорил. Вот. И возможно, значит, у нас будет возможность
совместно нашим музеем, кстати, Намским, очень хорошо, эффективно, организованно работающим музеем во главе с директором, молодым человеком, может быть, в конце юбилейного этого года на встрече столетия автономии нашей республики, возможно, будет издано что-то новое, чтобы люди, как вы правильно говорите, они знали еще глубже, еще шире. И дай Бог, чтобы такие люди, как Илья Егорович Винокуров, никогда не были в забвении народа. Кто помнит свою историю, тот непреодолим, тот народ велик, и мы верим в это, потому что на конференции участвует внучка. 4 класс, возможно, еще дальше пойдет. Так что, друзья, всех поздравляю с началом юбилейных мероприятий нашего Ильи Егоровича. Я надеюсь, что во всех наших начинаниях общественной организации, если у нас группа есть, Намское землячество, вы откликнетесь живо, и вместе мы можем сделать еще больше для таких очень серьезных исторических событий истории нашей республики. Спасибо. Для торжественного открытия выставки «Жизнь, посвященная народу», посвященная 125-летию выдающегося государственного и правительственного деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова, для разрезания символической красной ленты приглашаются заместитель главы муниципального образования Намский УЛУС по социальным вопросам Петр Васильевич Абрамов, заместитель директора по научной работе Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского Айталина Николаевна Решетникова, сын Ильи Егоровича Винокурова, ветеран авиации Якутии, кавалер ордена трудовой доблести Валерий Ильич Винокуров. «Жизнь, посвященная народу». Улучшилаковой поэт Чулганаки Ильянович Винокуров Аграм выставка Арлугнан Анепир и Токаре Джонса Кекаранкан Игорь Байдук Ильянович Винокуров Олгон Кине Токпар народ Имлер Анарловон Керанкан Истерген Авлаган Улучшилаковой Бутурджа Игорь Висканам Дорбоннопой Бутур Кентур Танмырыдын Агахайын Юрий Потапов Санкантылдаргар, Андрей Самятин Новодетгар, Чейре Добоктор Туевон Толагар, Андрей Сребцов.
Категории Илья Егорович Винокуров атынан историко-археологический музей билета Андрей Слепцов. Дорогие друзья, приглашаем на экскурсию выставки с экспонатами знакомит заведующий Катедральным историко-краеведческим музеем имени Ильи Ильича Винокурова Афанасий Христофорович Христофоров.